Мы вам присудили первое место. Албетка Тихова. Эмоции победительницы говорят сами за себя. Фатима Илиева живет в горной местности, в селении Гулиджи Иракского района. Земля здесь неплодородная, каждый клочок осваивается с особым усердием. Еще и проточной воды зачастую не бывает. И подумать не могла, что выиграю, признается женщина. Несмотря на все сложности, Фатима занимается садоводством порядка 30 лет. А сад, который она представила на конкурсе, возвращен всего за год. Ее упорство превратили в самые непростые условия в благодатную почву для победы. Сад – это отдушина для Фатимы, поэтому деньги, которые выиграла, она хочет вложить именно в него. Второе место заслуженно досталось Петимат Дудурговой, 70-летней жительнице Кантышева. Петимат занимается садом практически всю жизнь, передает следующему поколению любовь к земле и секреты садоводства. Ее хозяйство славится богатым урожаем яблок, груш, слив и многого другого. Все это она выращивает с особой заботой. صنع بخويزت إيتيزت حيتغر حنيزيزت خان حيو أقجاء كيتشيلوش حميق سوكتي تديش صدعتي دليلي قوخير دي رياض خلوة بريزيدنتا يرحق دقديخا يربيك دي أنا جاغلق مدير. Конкурс «Лучшая ЛПХ» инициирован главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым в 2020 году. С тех пор проводится ежегодно. Количество заявок на участие в конкурсе за это время выросло в 4 раза. Целью данного конкурса была популяризация земель, вовлечение в сельское хозяйство молодежи, продовольственная безопасность. И он оправдал. Мы это видим потому, как растет общественный интерес к данному конкурсу. Второе место с Петимат Дудурговой разделил Бятар Султан Аушев из Карабулака. Недавно дедушке исполнилось 88 лет. Но по сей день Бятар Султан встает с рассветом, чтобы ухаживать за своим огородом, на котором растут десятки сортов овощей и фруктов. Красный великан помидоры. Это огурцы уже будущий семенной фонд у меня. Вот. Это как дульки называются. Утром выйдешь, укусишь, аж сок течет с зубов. Научила Бятар Султана заниматься огородом мачеха. Теперь он и сам учит этому свою семью. Домочадцы с удовольствием помогают дедушке. 5 детей. 20 внуков и 27 правнуков у меня. Помогает обязательно. И внучке помогает, и сноха помогает. А бабка моя всю дорогу с метелкой ходит здесь, уборку делает. А почетное 3-е место заняла Рафида Цычуева, которая уже 3 года развивает свое подворное хозяйство. Начинала Рафида когда-то с помидоров и огурцов. Теперь же на ее участке растет огромное множество растений. Ты знаешь, мы хотели тебя поздравить. Албет хотел 3-е место. Серьезно? Да. Призовой фонд конкурса составил 3 миллиона рублей. За первое место присуждается 500, за второе 300 и за третье 200 тысяч. Также 20 участников получат поощрение в размере 100 и 50 тысяч рублей. Награждение пройдет в октябре этого года. Церемонию приурочат ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Хадиджа Ивлоева, Мария Амбатта, Билал Ахильгов, Султан Магушков, Магаз 24.